Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Татьяна Ивановна Полетаева. Я являюсь заведующей кафедрой музыкального и хореографического образования Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Сегодня я провожу с вами консультацию по дисциплине музыкальное исполнительство по профилю 440305 педагогическое образование, профиль музыкальное образование и дополнительное образование, музыкально-компьютерные технологии в образовании и искусстве. Сегодня я вам подробнее расскажу об этом направлении, очень интересном, о его уникальности. Познакомлю вас с профессорско-преподавательским составом нашей кафедры, с которыми вы будете работать, и расскажу о вступительном испытании, которое вас ждет, и требованиям к нему, представлю членов предметной комиссии и их контакты для связи. Эта программа разработана с учетом современных требований, ориентирована на востребованные творческие направления подготовки квалифицированных педагогов-музыкантов. Программа позволяет открыть новые границы возможностей проведения музыкальных занятий в области дошкольного, школьного, среднеспециального и дополнительного музыкального образования детей и взрослых, осуществляя актуальное внедрение современных образовательных и музыкально-компьютерных технологий. Данная программа основана на уникальном сочетании классического педагогического профессионального музыкального образования и современных информационных и компьютерных технологий в области искусства, культуры, образования и медиаобразования. В процессе обучения мы ориентируемся на современные профессии, связанные с музыкой. И, конечно же, прежде всего, это педагог, учитель музыки, который может работать в общеобразовательной школе, в музыкальной школе, в детской школе искусств, в детском доме творчества, в доме детского творчества, простите, в системе дополнительного образования. При этом в процессе обучения в ВУЗе у вас будут занятия и вокалом, занятия игры на музыкальном инструменте. У вас будет и основной музыкальный инструмент, и дополнительный музыкальный инструмент, дирижирование, вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль, хор и многое-многое другое. В связи с этим в будущем вы также сможете работать с педагогом по вокалу, руководителем хора, педагогом по музыкально-исполнительским дисциплинам, преподавателем электронных музыкальных инструментов. Профессию учителя музыки мы видим сейчас, учитывая современную ситуацию, ориентированную на новое поколение детей. Поэтому за время обучения вы будете изучать дисциплины по созданию музыкальных композиций, аранжировок и работе в студии звукозаписи. Вы научитесь записывать голос, инструмент, ансамбль. И все эти навыки вы сможете использовать прежде всего в педагогической деятельности, но и не только. Вы можете в дальнейшем развиваться в направлении других очень модных сегодня профессий, таких как саунд-дизайнер. Я думаю, что вы, наверное, знаете, очень такая современная профессия. Саунд-дизайн, вы, наверное, знаете, это создание различных шумовых эффектов для фильмов, для игр или телевидения. И вот саунд-дизайнер, по-другому можем сказать, дизайнер звука, это специалист в области звучания аудиовизуальных продуктов. В своей работе этот специалист активно использует различные технологии, специальную аппаратуру и программное обеспечение. Это специалист, который способен определять, управлять и создавать аудиоэлементы. Ну, профессия подходит тем, кого интересует музыка, пение, физика и мировая художественная культура. То есть вы, обучаясь у нас на данном профиле, можете развить свои способности и в дальнейшем как бы, вот, трудоустроиться именно в этом направлении, по этой профессии. Тоже очень интересная следующая такая профессия, такое направление, как битмейкер. Но битмейкер – это человек, который занимается написанием музыки, да? Включает в себя и танцевальную, там хип-хоп составляющую, например, барабанные партии, аранжировки и так далее. Битмейкер – это настоящий такой творец, да, и деятель искусства в области рэпа, хип-хопа. Супервайзер в сфере музыки.
Кто такой супервайзер в сфере музыки? Это человек, который размещает музыку в фильмах, в телевизионных шоу различных, в видеоиграх, в рекламных роликах. Они работают в студиях, со студиями, с музыкантами, с их представителями, чтобы подобрать подходящую музыку. А затем, конечно, защитить лицензии для ее использования. Сам продюсер, ну, по-другому музыкальный продюсер, да, лицо, ответственное за разработку и производство музыкальных композиций. В сферу деятельности такого человека, как правило, входит отбор музыкальных исполнителей для творческого сотрудничества. Также он прорабатывает идеи для композиции, он сочиняет мелодии, он в то же время является наставником для музыкантов при работе в студии звукозаписи. И также он контролирует качество звукозаписи, сведения и мастеринг. Еще одна интересная профессия – это разработчик музыкальных приложений. Я думаю, что тут тоже понятно, да, о чем идет речь. И преподаватель-тьютор. Ну, преподаватель-тьютор – тоже такая модная профессия в сфере образования. Это работник учебного заведения, педагог, профессионал, который выполняет функции консультанта, наставника, доверенного лица студента или школьника. Он является организатором его жизнедеятельности, сопровождает его в его устремлениях самостоятельно решать задачи образования. Эта профессия очень востребована сегодня, новая профессия. И, в общем-то, как вы видите, наши выпускники, они, в общем-то, в дальнейшем могут иметь широкий такой спектр для трудоустройства, потому что то, что закладываем мы в процессе обучения, может быть вот в дальнейшем развито, да, в разных направлениях, не только в педагогической деятельности. Поэтому, в общем-то, я вот так подробно на этом останавливаюсь. Наши выпускники, они востребованы в различных сферах образования, детей, взрослых, вот я уже об этом говорила, да, в области культуры, в области искусства, работают и в творческих коллективах, и в различных концертных организациях, в музыкально-театральных учреждениях, в шоу-бизнесе, в музыкальной индустрии, на радио и телевидении. И, конечно же, учебная деятельность, да, наша, о которой я сейчас вам говорила, она подразумевает и вокальную подготовку, и музыкальную подготовку, музыкально-педагогическую подготовку, инструментально-исполнительскую подготовку, вот, и подготовку в области музыкальных компьютерных технологий. Сейчас вы видите на слайдах наших педагогов. Наши педагоги и кандидаты наук, и доктора наук, и заслуженные артисты, народные артисты. У нас молодые педагоги, которые являются лауреатами разных конкурсов. Они перед вами. Это наш профессорско-преподавательский состав. Ну и сейчас я хотела бы перейти уже к информации о вступительном экзамене, о вступительном испытании. И просто напоминаю пока вам, что форма реализации данной программы очная. Срок обучения, который вас ждет, это 5 лет, потому что у нас двухпрофильный бакалавриат. Да, первый профиль – это музыкальное образование, а второй профиль – это дополнительное образование, вот эти музыкально-компьютерные технологии образования и искусстве. Там, где мы ориентируемся на такую звукорежиссерскую деятельность, на работу с электронными музыкальными инструментами, на студийную запись и так далее. То есть сразу вы оканчиваете бакалавриат по двум профилям. Поэтому срок обучения не 4 года, а 5 лет. У нас достаточное количество бюджетных мест, я просто вам напоминаю, 15 бюджетных мест, коммерческих мест 15 также. Если вы вдруг не попали на бюджетное место, стоимость обучения, коммерческого обучения 110 тысяч рублей в год. Но тут я хочу, так сказать, что это стоимость платных образовательных услуг на 21-22 учебный год, то есть на первый курс, с учетом скидки для российских граждан, которые обучаются на очной форме обучения по программе подготовки бакалавриата. Вот. Ну и, собственно говоря, наш отборочный тур, наши испытания, к которым мы должны подготовиться.
А, Он проводится в форме просмотра видео, а, на котором абитуриент записал собственное исполнение одного музыкального произведения. При этом вид музыкального исполнительства вы выбираете сами, самостоятельно. Это может быть инструментальное исполнение или вокальное исполнение, или, пожалуйста, дирижирование. Как хотите, то есть вы выбираете, в чем вы наиболее сильны. Вот, и, собственно, это и представляете. Вы также можете показать работу над творческим проектом с использованием музыкально-компьютерных технологий. То есть если вы вдруг не заканчивали там музыкальную школу или колледж музыкальный, но вас очень интересует вот эта звукорежиссерская составляющая, да, наш второй профиль, музыкально-компьютерной технологии, то вы можете заснять свою работу над творческим проектом с использованием музыкально-компьютерных технологий. И в этом случае, пожалуйста, необходимо отправить проект также, присоединить проект, чтобы мы видели окончательный его результат, и в то же время, чтобы мы увидели процесс, чтобы вы показали эту работу. Вот. Ну, обычно у нас, конечно, либо поют, либо играют. Ну, в общем-то, еще вот такая форма тоже, она считается как инструментальное исполнение. То есть это исполнение на музыкальном компьютере. В начале видео абитуриент представляется, показывает крупно на камеру свой паспорт. Вы можете закрыть рукой только номерные данные, а вот фото и фамилии должны быть хорошо видны. То есть ваши номерные данные нам не нужны, но фото должно быть хорошо видно, и фамилия, имя, отчество, чтобы мы могли вас идентифицировать. Далее абитуриент называет название исполняемого произведения и его автора. Съемка должна быть выполнена на камеру или на телефон в высоком качестве. Съемка может быть осуществлена в домашних условиях или на улице при ярком освещении. Также съемка может быть произведена на сцене, в танцевальном зале, либо в студии звукозаписи. То есть вы сами смотрите, да, где вам записываться. Но имейте в виду, что звук должен быть четким, без акустических провалов. По результатам прослушивания музыкального произведения, то есть вашей работы, будет оцениваться уровень исполнительства, уровень владения техникой, выразительность, музыкальность, убедительность стилевой и художественной интерпретации, технологии работы над проектом, если это будет работа над проектом на музыкальном компьютере. У всех абитуриентов есть личный кабинет, вы уже это знаете. В личном кабинете вы можете ознакомиться со всей необходимой информацией, списком подавших документы, расписанием вступительных экзаменов, важные даты. До экзамена на почту вам придет логин и пароль для входа в систему экзамена. Обратите внимание, логин и пароль от личного кабинета и на экзамен разные. Если ничего не пришло, то нужно проверить папку спам. Иногда письмо может уходить туда. Вы должны перейти по ссылке и поменять временный пароль на свой. С этим логином и вашим паролем вы сдаете экзамен. В день экзамена, который обозначен будет в расписании, его вы тоже увидите, входите в личный кабинет, заходите в раздел «Отборочный тур», увидите название вашего профиля, это музыкальное образование и дополнительное образование, в скобочках будет написано музыкально-компьютерные технологии в образовании и искусстве, и прикрепляете видеофайл. Доступ для прикрепления файла будет открыт в день экзамена с 10 утра до 8 часов вечера по уфимскому времени. То есть с 10 утра, еще раз повторяю, до 20 часов по уфимскому времени.
до этого времени и после этого времени возможности для прикрепления видеофайла не будет. Поэтому, пожалуйста, накануне, чтобы у вас был интернет, проверьте, да, чтобы он был хорошего качества, чтобы не было никаких проблем. Также имеется резервный день сдачи экзамена, но вы должны тоже понимать, что основная сдача вообще всех, да, абитуриентов именно в основной день. Чтобы сдать в резервный день, должно быть какое-то веское основание, оформленное соответствующими документами. То есть, к примеру, да, не дай бог, вы заболели или находитесь где-то в официальной командировке и прочее, или, возможно, вы поступаете еще куда-то в наш вуз, когда есть, совпадают даты экзаменов. Вот в этом случае только вы сдаете в резервный день. Тогда должны быть справки, приказы о направлении в командировку, например, и так далее. То есть какие-то подтверждающие документы. Теперь про видеозапись. Если она весит больше 10 мегабайт, нужно разместить видео в Яндекс или Google диске. Ссылку поместить в документ формата Word и уже этот документ прикрепить в разделе экзамена. Расскажу подробнее, как разместить видео и настроить доступ в Яндекс диске. Нужно создать Яндекс почту, если ее еще нет. Ну или Google почту, да, соответственно. Заходите в диск, нажимаете кнопочку «Загрузить». Далее вы выбираете нужный файл, выбираете папочку, куда загружаете файл уже в Яндекс диске и нажимаете «Загрузить». Файл загружен. Далее настраиваем доступ. Правой кнопкой мыши нажимаем на файл и выбираем в появившемся меню «Поделиться». Далее появится окно, где настраивается доступ. Выбираем «Просмотр». Просмотреть смогут все, у кого есть ссылка. И копируем ссылку. Теперь создаете файл с расширением doc или ну вот этот DOS, да, я уж так вот по-русски читаю, или DOS-Х, называет фамилию, инициалы, ссылка на видео. Пример. Перед вами Трошкина АВ, ссылка на видео, точка и DOS-Х. По-русски говорю еще раз. Прикрепляем документ системы для сдачи вступительных испытаний. Для сдачи экзамена лучше всего использовать самые выигрышные музыкальные произведения или работу над проектом, в которых вы можете показать все свои творческие способности в полной мере. Здесь на слайде представлены даты, да, важные даты вот, вступительных испытаний. То есть бюджет у нас, все вступительные испытания проходят с 17 по 28 июля, и резервный день определяется 29 июля. Вернее, не определяется, а он уже является резервным днем. Если вы не попали на бюджет, вы можете как бы вот свое согласие дать поступление на коммерцию. Уже специально сдавать ничего не нужно. Ваши экзамены автоматически будут засчитываться. А здесь, на этом слайде, вы просто видите даты, когда ну, кто-то просто не успел, да, сдать в резервный день до 29 июля. На этом уже заканчиваются, да, возможности поступать на бюджет. И далее, значит, кто вот не успел в эти даты, они имеют право также поступить на этот профиль, но уже только на коммерцию.
Вот, и здесь такие важные даты: 17 по 23 августа, когда будут проходить вступительные испытания, и 24 августа – это резервный день. Сейчас я познакомлю вас с предметной комиссией. Председателем предметной комиссии являюсь я. Перед вами мои контакты. Телефон мой личный, он же на WhatsApp, телефон нашей кафедры, мой электронный адрес вы видите, и вы также видите адрес нашего корпуса, где мы располагаемся. Также в нашу предметную комиссию входит старший преподаватель Абдулнагимова Адель Ириковна. Вы видите на слайде ее электронную почту и видите ее номер телефона на WhatsApp. Далее вы видите еще одного члена предметной комиссии, Камалиева Гульнара Раильевна, наш преподаватель. Вы видите ее электронный адрес и видите ее телефон на WhatsApp. Вот. То есть в день консультации вы можете звонить, вы можете писать вот, на почту нам или на WhatsApp по всем интересующим вас вопросам. То есть вот сейчас вы просмотрели консультацию, возможно, у вас возникают вопросы, и вы должны позвонить нам, связаться с нами по этим контактам. Мы сегодня будем целый день на связи с вами. Пожалуйста, если что-то было непонятно, вы можете с нами связаться. На этом я завершаю нашу запись и заканчиваю нашу консультацию. Благодарю вас за внимание и желаю вам удачи. Уверена, что со всеми вами мы встретимся в сентябре. До свидания.